Добрый вечер всем. И тоже поприветствую вас от команды Национального музея Республики Татарстан. Когда Миллиард Татар выступил с предложением поговорить о Мулануре Вахитову, мы вызвались с такой командой коллективной лекции, даже мы форму назвали. Я бы хотел сам начать с личности Муланура Вахитова, его с политического значения. Мар скажет о местах, связанных с Мулануром Вахитовым, если я правильно, да, понимаю, и об увековечении, о формах увековечения. А Айдар Шайхин, заведующий Домом татарской книги, музея квартиры Шариф Камал, расскажет о образе Муланура Вахитова в литературе, татарской литературе. Вот. Ну, во-первых, с риторического вопроса хотелось начать. Муланур Вахитов — отец советского Татарстана, или все-таки правильно ли ставить вообще так вопрос, да, является ли он одним из основателей советского Татарстана? Я сразу же отвечу на этот вопрос: да, он является одним из отцов-основателей советского Татарстана, именно подчеркну, советского Татарстана, потому что, с одной стороны, идеи советского Татарстана предшествовали другие проекты государственности Республики Татарстан, которые вылились потом в идею Татаро-Башкирской республики. Сейчас об этом поговорим. И из идеи Татаро-Башкирской республики вырос декрет о создании ТАССР, который был объявлен 27 мая 1920 года. Без положения о Татаро-Башкирской республике не было бы, по сути дела, и ТАССР в той форме, которая она существует сейчас. Мы являемся продолжателями ТАССР, да, и в этом смысле Муланур Вахитов, конечно же, один из первых таких вот основателей советского Татарстана. К сожалению, он не увидел своего детища. Так бывает, что отцы иногда могут не увидеть свое дитя, но ввиду каких-то трагических событий. И действительно, он закончил свою жизнь трагически, мы об этом все знаем, да. Ну и свой личный момент скажу. Нас разделяет с Мулануром Вахитовым 100 лет ровно и 2 дня. То есть вот он родился 10 августа 1885, я 12 августа 1985 года. И к столетию Муланура Вахитова ставился вот этот памятник, который является знаком для города, и который роль Муланура Вахитова как одного из отцов советского Татарстана, актуализирует. Несколько слов о семье Муланура Вахитова. Родился он 10 августа, как я уже сказал, 1885 года в Казани, хотя разных источниках говорилось о том, что он и в Пермской губернии родился. Но так случилось, что мама ехала в Нижегородскую область на Макаревскую ярмарку, была на 8-м месяце беременности, и случилось, что родился Муланур пораньше. И как раз она проезжала мимо Казани, да. И, соответственно, Муланур Вахитов оказался отмеченным в метриках первой соборной мечети, да, мечети Марджани. То есть родом он из Казани. Хотя 14 лет, практически 14 лет, да, он провел в Пермской губернии на своей первой родине, на своей второй родине, да, первая родина — это Казань, он родился. Так вот, что представляла его семья? Вот здесь вы видите его родных. Сейчас вот еще вот сначала бы с этой фотографии. Это семья Мустафы Казакова. Сам Муланур Вахитов являлся представителем купеческой династии Казаковых. Купеческая династия Казаковых одна из старейших династий, которая имеет и корни аристократические. Знаете, что в Казани была Казаковская мечеть. Так вот, его мать Мугульсум из рода Вахитовых. Вот здесь как раз представлю. Здесь на этой фотографии 1880 года, еще за 5 лет до рождения Муланура Вахитова. Здесь вот маленький мальчик — это Исхак Казаков. Исхак Казаков это его дядя. Вот Исхак Казаков уже в 20-е годы 20 века. Вот Исхак Казаков со своей семьей еще вот, до революции эта фотография сделана. Так вот, Исхак Казаков оказал огромное влияние на Муланура Вахитова как на личность. Он сам был старше на 9 лет Муланура Вахитова, и есть воспоминания, как Исхак Казаков повез своего племянника Муланура в Булгар, и Муланур
там дал свою клятву служить своему народу и бороться за его свободу. Вот ему уже, он уже тогда учился в реальном училище, и вот таким наставником для него стал его дядя Исхак Казаков, который уже а, активно входил в политическую деятельность, был одним из первых таких социал-демократов, и в дальнейшем он станет, ну, вы видите на слайде, он станет уже продолжателем дела своего племянника. Он станет одним из руководителей правительства Республики Татарстан, то есть, ну, вице-премьером, скажем, на сегодняшний язык, если переводить, заместителем председателя СНК и ЦИК, президиума ЦИК ТАССР. Вот, кстати, могила матери Уму Гульсум, с которой так случилось, что в 1999 году семья переехала в Казань. Случился разрыв отношений матери и отца, Муланур остался с матерью, и, по сути дела, как раз ну, большая семья Казаковых дальше занималась воспитанием Муланура Вахитова. Мать прожила, как вы видите, она закончила свой земной путь в 1952 году. Ну, много-много лет еще пережила своего сына. Интересно, вот надпись просто сама, ну, на кириллице, без применения татарских букв. Вот уже Муланур Вахитов взрослый студент. Ну, нужно сказать, что Муланур Вахитов получил не классическое для татар образование того времени. Он стал студентом реального училища в 14 лет, закончил его, то есть получил одно из лучших образований в городе Казани, не высших, да. Дальше он поступает в Петербург, поступить из Казани татарину, поехать в Петербург, но это большой смелый поступок. Поступает он в политехнический институт, учится там 4 года, бросает учебу в политехническом, переходит он в психоневрологический институт и поступает туда на юридический факультет. Да, вот, был юрфак, оказывается, в таком институте. И, по сути дела, Муланур Вахитов, ну, был таким вечным студентом. Вот с 1999 года он реальное училище, да, учился, был студентом 3 учебных заведений. К сожалению, вот 4-й курс он не успел закончить. В 1916 году он из психоневрологического института уходит. В советское время писали, что денег не было на обучение, но разные мнения здесь существуют. Султанбеков, например, известный историк, считает, что он уже занялся на тот момент профессиональной революционной деятельностью, и его эта профессиональная революционная волна увлекла. Хотя в 1916 году заниматься революционной деятельностью было, конечно же, очень-очень опасно в фронтовых условиях, да, когда страна вела тяжелейшую войну. Учась в Петербурге, он уже занимается активной публицистической деятельностью, печатается в русскоязычной мусульманской газете. То есть он получает хорошее образование именно на русском языке. И, например, есть такие воспоминания, как в 1917 году, когда проходило первое заседание вот мусульманского комитета, не социалистического, а просто мусульманский комитет создавался казанский. Муланур Вахитов вышел и начал выступать на русском языке. И тут выступай на родном языке. Но он просто сказал свои слова о том, что нужно обратить внимание на простых рабочих, состояние простых рабочих, простых крестьян. И этот образ, он много куда попал, вот выступление на этом мусульманском заседании мусульманского комитета. Про вечного студента Муланура Вахитова сказали. Я уже приступаю к непосредственно революционной деятельности Муланура Вахитова в 1917 году. Обучаясь долгое время в Петербурге, получив такое воспитание не только университетом, но и средой Петербурга, предреволюционного Петрограда, где молодежь, естественно, большая часть молодежи была социалистически настроенной, да, то есть это было, с одной стороны, мода и веяние того времени. Он получил хорошее и такое политическое, так скажем, образование, находясь в Петербурге, и с этим опытом он возвращается в 1917 году в Казань, и в апреле создает мусульманский социалистический комитет, мусульманский социалистический комитет, но в советское время это показывалось как некая антитеза и противопоставление вот буржуазным националистам, да, мусульманскому съезду, Милли Шура такая была, да, организация, и мусульманским комитетам, которые образовались по всей стране на самом деле. И
военному ШУРО, то есть военному мусульманскому совету, он тоже противопоставлялся. Вот, мол, Муланур Вахитов создал такой прообраз будущих организаций татарских коммунистов, да. Но создавая вот мусульманский социалистический комитет, в него вошел, например, одним из учредителей, организаторов этого мусульманского социалистического комитета стал его дальнейшим оппонент в 18 году Илья Салкин, например. Да, то есть нам часто показывают, что это непримиримые враги, и даже «Желкен Сизляр», да, спектакль, где есть образ, ну, угадывается образ Илья Салкина, вот это, ну, непримиримые враги. На самом деле не так. В 17 году люди были и социалистами мусульманскими, и входили, и активно организовывали работу Милли Шура, мусульманских комитетов, мусульманского военного движения, которые являлись зачинателями идеи автономии в 17 году. Ну, это уже другая история, как создавался автоном. Я просто вкратце скажу об этой предтече. Да. В 17 году, в июле, 22 июля был объединенный съезд трех мусульманских съездов: духовенства, учителей и военный, который объявил о создании национальной культурной автономии мусульман внутренней России и Сибири. С этого времени начинается история автономии у татар, современная автономия у татар. Это не территориальная автономия, это экстерриториальная автономия. Это же экстерриториальная автономия, национальная культурная автономия. В рамках этой идеи формируется национальный парламент, Милли Маджлис, который заседает в Уфе в ноябре, и, исходя из него, уже формируется идея создания территориальной автономии, которая не отвергает идею и экстерриториальной автономии. Ну, немножко, может быть, это сложно звучит. В ноябре принимается решение о том, что нужно создать территориальную автономию мусульман Поволжья и Урала. Да? Отсюда вытекает идея штата Идель-Урал. Дальше уже в 2018 году, когда происходит попытка объявить штат Идель-Урал, да, здесь происходит противостояние. Противостояние уже тех, кто отмежевывается в сторону большевиков, противостояние, так скажем, демократических организаций. Здесь вот места, где заседал социалистический комитет, есть соответствующая мемориальная доска на этом здании, это перед Варламской церковью, да, по улице Московской. Вот есть здание, где мы как раз с Марком сейчас обсуждали, есть здание, где также проходили заседания мусульманского социалистического комитета. Вот если говорить о дальнейших событиях, да, с конца 2017 года, вы знаете, что в 2017 году Россия жила идеей Всероссийского учредительного собрания, долго не могли выборы провести, осенью 2017 года эти выборы проходили, и в них участвовали все партии, кроме черносотенных монархистских партий, да, и, конечно, верх в этих выборах одержали социалистические партии, эсеры были первые, меньшевики и большевики, да. Вот в учредительное собрание, от списка мусульманского социалистического, был список мусульманско-социалистических в учредительное собрание, туда были выбраны. Просто прочитай, я вам эту книгу сейчас могу даже вот так по рядам пустить на этой страничке. На первом месте стоит, на букву Алкин. То есть это конец 2017 года. Они выбирались вместе. Цаликов — это осетин, да, один из руководителей мусульманского вообще движения в стране. Дальше идет Вахитов, Мухамедьяров, Джихангир Алкин, Шахид Ахметов, Султан Галеев, Мирсаид Султан Галеев, известная тоже личность, и Мухаддинов Хатыб Камилович. Так вот, где проживает, откуда, вот здесь написано адреса, кто откуда идет. Так вот, здесь Муланур Вахитов обозначен как проживающий в Апанайском подворье. Номера Апанаев вот на этом слайде могу пустить, можете посмотреть. Как раз здесь есть и это издание комитета по архивному делу столетия революции. Я уже сказал о событиях, о том, что объявлялся штат Идель-Урал. Это должно было быть его объявление 1 марта. К тому времени
уже у власти большевики, да, объявляются различные декреты, в том числе воззвание к мусульманским народам России. Первым в структуре наркомата по делам национальности, который возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин, да, очень знаковый и важный орган власти во всей России. Вот в структуре наркомата по делам национальности создается Народный комиссариат по делам мусульман. Да? И первым предлагается стать руководителем этого комитета сначала Цалику Осетину, как одного из лидеров, одного из выдающихся таких мусульманских социалистов. Цаликов отказывается, но говорит, что он будет помогать деятельность продолжать вести мусульманскую социалистическую. И вот вторым, номером 2, кандидатура оказалась Муланура Вахитова, и Муланур Вахитов становится руководителем этого мусульманского комиссариата в структуре наркомата по делам национальности. Так вот, этот мусульманский комиссариат в течение первой половины 18 года ставит множество организаций на местах. Уездных, даже волостных, губернских. То есть там, где жили татары, башкиры, мусульманские народы, создаются вот такие ячейки. Создаются такие ячейки, которые становятся прообразом формирования и государственности, и в то же время повторяют и идеи национально-культурной автономии. Целая теория формируется у Муланура Вахитова относительно этих больших и малых комиссариатов на местах, комитетов на местах. То есть комиссариат в пределах губернии мог быть, а дальше уже уездные и волостные комитеты. Вот. Дальше уже по мере развития гражданской войны делается ставку и на создание мусульманской армии отдельной, делается ставка на создание мусульманской коммунистической партии. То есть вообще Муланур Вахитов приходит к выводу, что надо создавать свою мусульманскую коммунистическую партию, которая, естественно, должна быть тесно работать с Российской коммунистической партией, с РКП-Б. Ну, я пропускаю вот эти, да, фотографии. Это все, что у нас, это все есть у нас в фондах. Вот эти фотографии, это фонды. Спасибо помощникам, кто мне подготовил выдержки из фондов. Заканчиваю именно 18-м годом. Извините, так галопом пробежались мы. Так вот, 20 я говорил о том, что 1 марта должна была быть объявлена Идель-Уральский штат. Это не получилось. Арестовали его лидеров. Это известная история. И как противопоставление этому 22 марта в газете «Правда» за подписью нарком по делам национальности Сталина и председатель мусульманского комиссариата Муланура Вахитова принимается положение о Татаро-Башкирской республике, которое, по сути дела, повторяло в общих чертах проект штата Идель-Урал. И что дальше происходит? Почему был не объявлен, главный вопрос, почему не была объявлена эта республика? Закрутился, завертелся бюрократический процесс, положение начало детализироваться, проходили разные заседания, совещания, было некое противоречие с башкирскими социалистами. Опять же, дело крылся в деталях, где какие территории должны быть в эту республику. И дальше самый главный вопрос о деньгах. За счет чего объявлять-то, да? То есть нужна смета, да? Вот именно фигурирует слово «смета» в переписках. Муланур Вахитов прямо заходит со сметой к Сталину. Дальше какая-то идет переписка о том, что утверждаются какие-то отдельные позиции. Идет бюрократический процесс, и Муланур Вахитов начинает считать, что какая-то идет проволочка со стороны Сталина, и он эмоционально просит встречи с Лениным. С Лениным он встречается, это уже май 1918 года. В конечном счете эту смету ему утверждают, смета запускается, а тут уже огонь гражданской войны. В июле начинают перечисляться средства, но уже, вы знаете, в начале августа сюда приходит чехословацкий корпус, да, в том числе в охоте за золотым запасом России. А в июле 18 года активнейшим образом Муланур Вахитов начинает создавать мусульманскую военную армию, которая бы уже воевала с Народной армией Комыча, с чехословацким корпусом. Как такового, пока трудно говорить, что он воевал с белыми, да, это разные все-таки воинские соединения. Даже был такой флаг создан, такие шевроны,
флаг и нарукавные знаки мусульманских частей РКК. Вот эти части уже в 19 году, мусульманская отряд РКК. Вот. Ну и о смерти Муланура Вахитова. Знаем, что, да, Казань берут быстро, броском берет Народная армия Комычи при содействии Чехословацкого корпуса. Муланур Вахитов оказывается в селе Богородском. Это нескольких десятки километров от Казани, идет на соединение с с отступающими красными частями, оказывается пленен. Вот есть такая стелла в селе Богородском, и там перечислены фамилии, те, с которыми он был пленен. Их расстреляли на месте, а Муланура Вахитова отправили в Плетеневскую тюрьму. Ну и дальше, соответственно, расстреляв, его захоронили на Архангельском кладбище. Точного места мы захоронения не знаем, но вот есть такой вот протокол. Это уже я взял у «Миллиарда татар» с их публикаций, где идут воспоминания женщины, чей отец был могильщиком Архангельского кладбища. И, соответственно, по этим, ну, так скажем, следам и дальше возрождался памятник, место захоронения Муланура Вахитова. Вот. Ну, вот в общих чертах то, что хотелось рассказать про Муланура Вахитова. В деталях, если уходить, очень интересные детали про создание этой армии, взаимоотношения Муланура Вахитова и Мирсаида Султангалиева. Мы считаем Мирсаида Султангалиева основателем исламского социализма движения, да, он себя считает учителем Муланура Вахитова. Муланур Вахитов не успел зафиксировать в огне революции, гражданской войне все свои мысли, да, хотя статьи были, выступления были яркие, да, но оформить как такое идеологическое движение он, ну, не успел. Что успел сделать, по сути дела, Мирсаид Султангалиев. Очень рекомендую Рамзи Валеева «Последний враг народа». Это не про Муланур Вахитова, но там есть достаточно много интересных материалов, косвенных, связанных с Мулануром Вахитовым. Я сейчас говорю о косвенных материалах. Естественно, есть классическая книга Нафигина о жизни Муланура Вахитова, множество очерков, которые в советское время были изданы, они тоже дают очень много интересного материала. Можно было вспомнить и как Муланур Вахитов заказывал броневики, противостоя так называемой Забулачной республике. Шло дальнейшее обострение с друзьями по списку, по мусульманскому социалистическому списку. Но я подчеркну, несмотря на идеологическое уже противостояние в 18 году, они оставались единомышленниками в чем? Что нужно создавать свою республику. Ну, в 18 году это Татаро-Башкирская республика. Нужна территориальная автономия для мусульманских народов России в составе Российской Федеративной Республики. Я подчеркну, в составе Российской Федеративной Республики. То есть и идеи штата Идель-Урал, и Татаро-Башкирская Советская Республика — это составная часть России. Татаро-Башкирская Республика должна была стать примером для формирования других территориальных автономий в составе Российской, уже формирующейся Советской Федеративно-Социалистической Республики.